Выдающийся русский поэт Евгений Евтушенко накануне встретился с казанцами. Его творческий вечер прошел в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Сейчас 81-летний поэт редко выступает в родной стране, однако для Казани сделал исключение. Программу под названием «Жизнь как приключение» в рамках Года культуры в России представил народный артист Татарстана Эдуард Трескин. Казанцы услышали не только новую поэму Евгения Евтушенко, но и откровение многогранной личности. В этом убедилась Полина Кострицкая. Евгения Евтушенко в Татарском оперном театре публика приветствовала стоя. Он признался, что в Казани чувствует себя как дома. Так, будто по-домашнему и общался со слушателями. Поэт «Голос эпохи» начал не со стихов, а с откровений. Я был и остаюсь социалистом-идеалистом. И даже если я буду оставаться в единственном числе таковым, я все равно не изменю своих убеждений. Вот. Творческий вечер Евгения Евтушенко в Казани получил название «Жизнь как приключение». Жизнь поэта действительно напоминает приключенческий роман. Он был свидетелем нескольких эпох в нашей стране, от Сталина до Ельцина. Пережил неслыханную славу и обрел международное признание. Евгений Евтушенко собирал ревущие залы по всему миру – в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Риме и, конечно же, в России. Это человек, вот как говорил Лев Толстой, глыба, которого нужно успеть залицезреть вживую. Редкая возможность, что он в России. Прочитав его произведение, действительно задумываешься, а так ли я живу как надо, так ли верю, люблю на самом деле. То есть, как он сказал, человека лучшего не жди, а станем сам. Сборником исповедей перед всеми. Так Евгений Евтушенко называет всю свою лирику. Но сейчас, по словам поэта, он уже перешел к доисповеди. Именно в этом жанре он и написал новую поэму, которую прочел казанцам. Ее героиня – модель и фотограф Дора Франко. Все действия происходят в 1968 году, когда тучи начали сгущаться над Чехословакией. Поэма о любви, о совести, о жизни, где есть и Бродский, и Пастернак, и Габриэль Гарсия Маркес. Я всегда жить любил упоительно, но дышать больше нечем, когда все горит и в любви, и в политике, а пойдешь по воде и вода. Поэт в России больше, чем поэт. Это Евгений Евтушенко всю жизнь доказывал собственным примером. Его выступления на вечерах в Политехническом вместе с Робертом Рождественским, Беллой Ахмадуллиной, Андреем Вознесенским и Борисом Акуджавой сделали его символом поколения шестидесятников, мироощущение которого выражают его стихи. Евгений Евтушенко всегда был поэтом и гражданином, выступал в поддержку талантов, вставал на защиту литературы, искусства, свободы творчества и прав человека. И сейчас, на пороге 82-летия поэта, голос Евтушенко не утихает. А как тогда, в 60-е, пронзает сердца и умы миллионов. Танки идут по правде.